Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 16 февраля. На пятницу мы смотрим с вами все знаки зодиака по очереди от Овнов до Рыбок в двух частях. Это первая часть, первые 6 знаков. Смотрим Овны, пятница, 16 февраля. Покажите мне события дня. Солнышко, радость. В пятницу у вас может быть хорошее настроение, исполнение желания, цветок. Будильник, проблема со временем. Обман, маска. Змея, злые языки. А еще и рыба выпала. Скользкое дело. Прям одни предупреждения. То есть тут так было хорошо, а тут пошли предупреждения. Конфликт нельзя. И сейчас я еще проверю. Смотрим строго горизонтали, строго вертикали. По горизонтали есть ножницы. Решится вопрос. У вас первая половина дня удачная, вторая какая-то неудачная. Чемодан, есть временная разлука. И еще есть по вертикали гости. Так, значит, смотрите. Из плюсов исполнение желания, хорошее настроение и решение вопроса. Из минусов может быть обман, скользкое дело. То есть эта карта показывает, что вас заманивают в свои сети, создают для вас какую-то ловушку, обманывают. Ну, соответственно, вы находите себе неприятности на голову. Злые языки, змея. То есть это люди, которые могут язвить, говорить что-то неприятное, подкалывать вас, поэтому тоже будьте осторожны. Гости, какая-то проблема со временем, спешка, опоздание, наоборот, долгое ожидание, то есть время сдвигается постоянно. И временная разлука, расставание. Так что вот так, Овны. Есть хорошие события, но есть и предупреждения для вас. Благодарю за внимание и смотрим дальше. Дальше у нас тельцы идут. Сейчас посмотрим, что у тельцов. Тельцы. 16 февраля. Тельцы. Друзья, общение с друзьями, сердце. Якорь. Мешок с деньгами. Книгу нельзя. Победа. Глубокая печаль. Так,
Так, и я проверяю горизонталь, вертикаль. Значит, смотрите, есть еще и прибыль. Прибыль, победа. Возможно, победа принесет вам прибыль. Корона. Кто-то, кто будет вам присуждать победу. И здесь нет. Получается, из плюсов общение с друзьями, из плюсов у вас выпадает финансовые поступления, прибыль, победа, общение с влиятельным человеком. Также мешок с деньгами, но здесь, скорее всего, будет минус. Да, то есть, если прибыль это плюс, то это, скорее всего, минус, расходы. Хотя, может быть, два источника дохода. И минусом выпадает сильные переживания, глубокая печаль. И якорь это тоже не плюс, потому что якорь всегда показывает, что нас что-то держит где-то в каком-то одном месте. Хотя, смотрите, с победой якорь может давать точку. Например, точка в каком-то вопросе. Суды. Долгое время у вас там годами шли какие-то суды. И якорь показывает, все, поставили точку в этих судах, да, выиграли, победили. Вот вам судья присудил эту победу. Поэтому иногда якорь это как закрытие каких-то долгоиграющих тем. Там, закрытие кредита, когда уже заканчиваются суды, это якорь. Когда долгие поиски недвижимости заканчиваются покупкой, да, этой недвижимости, якорь, точка, все, то есть вот этот весь процесс, он закончен. Поэтому, может быть, в вашем случае якорь проиграется как что-то закончить и делать. Вот так. Тут, видите, даже подписано «остановиться» и «закончить». То есть он имеет два значения. И остановку, и точку. Вот такая история для вас, тельцы. Благодарю за внимание. И дальше я перехожу к близнецам. Смотрим, близняшки. 16 февраля. Пятница, события дня. Разочарование, печаль, колодец. Что-то может вас или кто-то разочаровать в этот день. Деловая встреча. Может быть, встреча пройдет не так, как вы себе запланировали. Тайна, откроется какая-то тайна. Опять же, тайна может открыться неприятная. Свидание может быть. Роза. Чемодан, временная разлука, расставание. Змею нельзя, обе карты зафиксированы, я не могу их перемещать. Прибыль, смотрите, еще есть по вертикали. Тайная встреча. А вот и выпало, смотрите, выпало свидание и выпала тайна, и выпало тайное свидание. Кстати, тайна может быть открыта. Вот если вы с кем-то собираетесь встречаться тайно в этот день, то тайна может открыться. И, допустим, человек, от которого вы пытались скрыть, он узнает. Так, получается, смотрим. В этот день может быть временная разлука, расставание, деловая встреча, разочарование, открытие секретов, тайн, свидание, встреча приятная, финансовые поступления и тайная встреча. То есть вот эта встреча, она, скорее всего, будет тайной. Вы ее будете скрывать от кого-то. Ну, вот такая информация. Предупреждение для вас. Смотрите, плохо будете скрывать. Скорее всего, что тайна откроется.
Благодарю за внимание, близнецы. И перехожу я дальше к ракам. Шестнадцатое февраля. Пятница. Раки. События дня. Удача. Сразу же выпадает подкола первая. Вам может вести в пятницу. Новости. Получение новостей, информации. Месяц. Событие, которое повторяется каждый месяц. Может быть, раз в месяц приходит какая-то смс-ка важная. Корона. Общение с каким-то важным, влиятельным человеком. Или раз в месяц вы общаетесь с представителем закона, власти. Прибыль. Так, смотрим горизонталь, вертикали. Колокольчик нельзя, обе карты зафиксированы. Видите, вот эти? Нет, нет, нет и нет совпадений. Напоминаю, диагоналями не соединяем. Получается, в этот день вас ждет удача, вас ждет прибыль, финансовые поступления, события, которые повторяются каждый месяц. Может быть, это и есть, допустим, зарплата. Ну, или какие-то финансовые поступления. Общение с представителями закона, власти. Это может быть начальник, это может быть банкир в банке, налоговый инспектор, да кто угодно. Патрульный, полиции. Любой человек, который имеет хоть крупицу власти, да, скажем так. И также вас ждут какие-то новости еще. Но новости в электронном виде. То есть это смс-ка, письмо на почту. Проверяйте, смотрите, там ждет вас какая-то важная новость. Вот такая вот информация для вас. В принципе, ничего плохого не выпало. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к львам. Сейчас будем смотреть, что у львов. Не хотят раки уходить. Хотели еще остаться. Львы. 16 февраля. 16 февраля. Львы. События дня. Пятница меня интересует. Покажите мне, пожалуйста. Лебедь, верность. Деньги. Застолье, бокал. Интимная связь. Кровать. Победа. И рыба выпала. Предупреждение. Скользкое дело. Смотрим, значит, успех нельзя соединить, новость нельзя соединить.
Здесь нет, здесь нет. Нет, и здесь я не вижу совпадений. Получается, из плюсиков у вас выпадает гармоничные отношения в паре, верность, интимная связь, то есть все хорошо. Может быть, этот день будет день там знакомства, первой встречи. Дальше может быть застолье. Ну, опять же, это не обязательно надо какая-то компания на 20 человек. Это можно, допустим, там вдвоем, втроем прийти где-то посидеть, хорошо провести время. Вас ждет победа в работе, в делах. Деньги, какое-то событие, связанное с финансами, и предупреждение. Рыба, скользкое дело. Кто-то может, вы можете стать жертвой кого-то в этот день. Может быть, кстати, с финансами связано. Видите, рядышком выпали деньги и рыба. То есть кто-то может вас обмануть. Какие-то мошенники. Попадетесь в лапки к мошенникам. Так что будьте осторожны в этот день. Благодарю за внимание, львы. Перехожу к девам. Смотрим, девы. 16 февраля. События дня для дев. Ожидание, первое событие. Корабль выпал. Будильник. Ну, как раз будильник и показывает проблема со временем. Долго будете ждать. Ребенок выпадает, цыплята, дети. Может быть, ожидание ребенка долго. Победа, флаг. Вы здесь не вижу. Значит, разлуку нельзя. Нет, нет совпадений. Нет, нет. Здесь тоже не вижу. Диагоналями не соединяем. Ножнички нельзя. Так, что-то мне еще попадалось. Хотела вам пример привести. Что... вот новость нельзя. Дерево нельзя. То есть просто по периметру мы не соединяем. Смотрите, 4 события для вас. Первое событие показывает, что у вас будет долгое нудное ожидание в этот день. У вас будет проблема со временем. Оно как-то может смещаться. Какие-то смещения могут быть. Дальше победа из плюсов и общение с семьей, с детьми. То есть 2 плюсика. Ну и предупреждение по времени. Что-то пойдет не так. Благодарю за внимание, девы. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку оставляю для вас внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, увидимся с вами уже во второй части.